Сегодня мы вам расскажем, как сделать вот такое декоративное панно. А покажет нам, как это сделать, педагог дополнительного образования школы номер 1 города Якутска Надежда Степановна. Надежда Степановна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите и покажите нам, да, как сотворить такую красоту. Ну, для того, чтобы создать такое панно, нам нужны будут такие спилы дерева, ветки, да? Когда человек рисует на какой-то необычной поверхности, это всегда так очень увлекательно и интересно, да? Поэтому мы решили сегодня рисовать именно вот на такая площадка, да, для работы. В принципе, много можно нарисовать. Что же нужно для любой работы, для рисования? Это мы всегда грунтуем поверхность. Будь то это по ткани, стена, там любая поверхность, всегда есть грунт. Мы будем красить вот это. Но она будет гладкой, да, получается, да. как бы подготавливаем материал, да, для рисунка. Для работы подготавливаем поверхность. Хорошо. Ну, тут просто как раскраска, да? Грунтуем поверхность и тут аккуратно. Края, вот кисточка такая тоненькая, аккуратная, она сама туда далеко куда-то не уйдет, ничего не боимся. Если текстура такая ржавая, она наоборот нам даст больше рельефа, да? Объема. И так аккуратненько проходимся. А вот кору оставляем, да, как бы это? Да, кору оставляем, это наоборот такое интересное. Как рамка, да? Да. Все, что природное, да, вот, натуральное, оно больше ценится. А вот какое дерево лучше использовать? Есть такое, да, различие? Или любое подходит? Нет, любое. Ну такие вот, я с девочками заметили, то, что в кабинете технологии после мальчиков остаются такие кругляшки, и мы тоже заинтересовались. Вот же, где можно нарисовать. Безотходное производство, да, получается? Ну и ничего бегать, покупать не надо, тут эти у нас уже готовые лежат, и мы будем на них, получается, даже совместная работа, да, мальчики могут обработать это дерево, а девочки на ней могут на технологии рисовать. Так, ну, так как это краска, все равно ждем, когда она сохнет. И сейчас я просто заранее подготовила то, что уже подсохло. А сколько она сохнет? Ну, сутки. То есть надо как бы заранее вот это все? Да, если мы даем это детям, мы заранее, конечно, как все учителя, заранее готовимся к работе, да. Если тем более это технология, конечно, нужно заранее все подготовить. Так, что же мы будем здесь рисовать? Конечно, можно рисовать что угодно, но когда мы хотим это как бы первый раз, да, с новичком, мы будем рисовать орнамент. Якутский орнамент, да? Завиток, якутский орнамент. Чтобы симметричный рисунок получить, мы обязательно, конечно, его делим на равные части. Вот разделили, и тут разделили. В рисовании никогда не люблю пользоваться линейкой, потому что это все-таки творчество, и оно, тем более узор, ребенок сам должен быть, ну как, это тот же глазомер, да, вот они один раз криво нарисуют, второй раз уже не будут так делать. Если постоянно заниматься, дать им, они не любят, ну, никто не любит, да, просто рисовать все время на бумаге, да, и когда даешь другую, как площадку для рисования, да, будь то лицо человека, то стена, то вот это дерево, всем нравится, да. Да, увлекательно. Интересно создавать. Так, вот обычный наш орнамент, да, и мы его просто повторяем. Да, уже как-то красиво, да? Вот какие все-таки у нас якутские узоры, да? Да, вот. Сейчас всегда в рисовании или в создании любого образа мы сначала делаем основу, потому что мы пробуем новую краску. Вот сейчас будем работать такими красками. Акриловые краски, глянцевые. Цвет тоже мы можем любой выбрать. Ну, давайте более традиционно, ну, как зеленый, желтый, да, вот какие-то такие более натуральные цвета, потому что мы сегодня будем делать такое натуральное полностью, что бусы деревянные, что кожа. Все натуральное. Экологичное все. Все экологичное, натуральное. Единственное то, что для того, чтобы было такое красивое, мы будем добавлять эпоксидку, но это уже потом.
Для рисования мы всегда пользуемся тонкими кисточками. Мгм. Самое главное, как учитель рисования скажу, да, ребенку не надо давать такую шуршавую, мохнатую кисточку, да. И если вы видите, что ребенок есть большое желание рисовать, есть творить, то сразу лучше брать хорошую кисточку. Обязательно с работой красками, нам нужна вода, салфетка. Давайте мы вместе все-таки попробуем. Давайте. Здесь. Ну, тут как бы более рисование просто, да? Так, все, беру кисточку. Ага, вы можете тоже зеленый или какой-то другой цвет. Давайте сразу разные цвета, да? Давайте. Чтобы было... И немножко, как бы, да, или более яркий. Оранжевый. Так, и красим что? Так, узор сам, узор да? сам. Не фон, а узор. Ага, хорошо. Так, все, продолжаем, да? Ага. Значит, беру, На кончиком. Ага. Делаем сначала одну тонкую, наверное, да, по поверхности. Главное расслабленно, удобно держать кисточку, чтобы рука не дрожала. Казалось бы, да, просто рисование, но все равно оказывается. надо... И вот эта вот поверхность все-таки дает о себе знать, да? Все-таки Да. по дереву это совсем другие ощущения. Она не как бумага, она не пойдет так, как вы захотите. Она будет такая более-менее. Поэтому всегда работаем тонкой кисточкой, а потом... если даже разволновались, кривая линия пошла, ничего, потом второй раз пойдете, и уже когда на второй раз пойдете, вы будете уже ее исправлять. То же самое все равно в рисовании, да? То же самое и здесь, на дереве. Вот здесь я прошлась один раз, теперь буду все это выравнивать. Ой, у меня что-то немножко толстенькие вышли. Ничего. В процессе можно, наверное, это все исправить, да, как-то? И смотрите, чтобы равномерное высыхание было, все-таки сглаживаем. Вот чтобы прям густая паста, когда лежит, она, конечно же, будет долго сохнуть. Поэтому его каждый раз разглаживаем. Кажется, как будто бы просто, да, вот доделаешь уже. Ну, мы же исправим, да, если что. Конечно. Этими хороша, наверное, вот это, да, ведь, что можно как-то это все закрасить, исправить, да? Она же многослойная, получается, рисунок, да, ведь? По текстуре они вот как... есть краски акварельные, есть краски гуашевые, да? Ну, у нас как будто бы акрил, она как в текстуре, как гуашь идет, да? То есть можно ее сверху, что если не получилось, можно всегда ее покрасить, раскрасить по-другому. Ну и тут вспоминаем немножко технику рисования, мазки, тычинки. И вот, ну, от размеров, наверное, зависит, да, сколько по времени вот это уходит, да, от рисунка. Да, поэтому, когда мы первый раз рисуем, нам надо, конечно, более-менее упрощенный вариант. А когда уже рука набита, уже можно рисовать. Но, конечно, всегда лучше рисовать, ну, как картину полностью, да, не такие рисунки. Чтобы сюжет был, да? Да, сюжетные рисунки. Это история, да? Когда сюжетный рисунок, это всегда очень в такой поверхности, и сюжетный рисунок, он всегда хорошо, выигрышно будет смотреться. Ну вот, допустим, мы оставили сейчас как грунтом белым фоном, да, могли бы закрасить его уже в другой фон, да, любой. Ну, допустим, не только белый, желтый, хоть черный можно, да. Ну, на темном фоне всегда так выигрышно смотрится, да, рисунок. Как-то четче, да? Утонченнее. Ну, тут можно различные детали. Очень хорошо же. Я уже думала, там это... Переживали, да? Ну, а когда вот, ну, как бы начинаешь, да, сначала волнительно, как будто бы, да, потом уже рисуешь, и уже начинается как-то уверенная рука, уже как-то это,
хочется что-то. Ага. И потом можно добавить, да, вы уже добавили? Да, там уже можно любые завитки, Мгм. кружочки, полоски. Другие цвета уже. Ага, и разные цвета. На этом моменте, когда она сохнет, вы можете хоть сразу положить, хоть бусинку положить, потому что мы его будем еще поверх покрывать этой эпоксидной смолой. Мгм. Мгм. То есть она будет зафиксирована, да, вот эти Чуть-чуть детали. Подождем здесь уже. Ага. Так, вот он. Если за линию вышли, ничего страшного, мы всегда можем ее вот так. Видите? Ой, как красиво, да? Ага. Прямо все, вокруг всех узоров так Да, сделать, да? можно Ага. уже вот так. Именно старайтесь рисовать а, кончиком кисти только. Ага, и не спешите. Вот когда человек спешит, как-то Ага. это в первый раз, рука начинает дергаться. Надо, чтобы рука прямо свободно. Мгм. Мгм. Ну и тут тоже можете, внутреннюю сторону тоже можете взять другой цвет. А, Мгм, хоть как. ага. Этими хороша, да, ведь как бы Мгм. вот это краска, что можно, да, вот. Мгм. Этими красками работать Мгм. легко. Ну, для начала, конечно, всегда будет сложно. Мгм. Тем более, если человек не рисующий, ему, конечно, будет немножко Мгм. сложно. И вот мы вот такими мазками мы его аккуратно исправили. Мгм. Когда Это он красиво. наоборот такой четкий такой стал. Ага, становится. Ага. Да? Так. Вот, допустим, уже готовый рисунок лежит. Мгм. Нам надо получить такую красивую текстуру, да, как зеркальная, Ага. глянец такой. Нам понадобится эпоксидная смола. Эпоксидная смола сейчас у нас как бы тренд, да? Всем Мгм. очень нравится создавать украшения. Заливать можно абсолютно любую поверхность. Ага. Ага. Будь то это глиняный какой-то этот, глиняная брошка, да, будь то это тарелка, да, вот Мгм. сейчас очень Подставки, да, всякие делают ага. сейчас, ага. Когда мы будем его заливать именно этой эпоксидной смолой, у нас будет такая красивая поверхность. Так, соотношение. Самое главное при работе эпоксидной смолой – это правильно выбрать соотношение этих ингредиентов. Да? Ага. Такая жидкость в Мгм. большой банке и есть такая маленькая. Это уже отвердитель. Мы будем его набирать непосредственно шприцом. Надо будет именно, когда мы говорим соотношение, это обязательно измеряем. Да? Вот. Мгм. Для удобства я вот сегодня буду набирать на шприце и все соединять в один большой. Мгм. Так. Мгм. Вот, например, если мы здесь взяли 5, Ага. то отвердителя мы будем брать уже половину, 2,5. Мгм. Вот такое соотношение, да? Да. Мгм. Так, ой, прям ровно. Но это все-таки смола, поэтому всегда работаем очень аккуратно. Мгм. Технику безопасности. Если работаем с детьми, лучше сразу в перчатках, чтобы сидели. Мгм. Потом, если она прилипнет, она будет уже... А она долго- пахнет, да? Резкого запаха, по-моему, нету. Нет, она абсолютно, Абсолютно без запаха. без запаха, Ага. поэтому... Гипоаллергенно, да? Ну, как да, бы она работать с детьми безопасно. да? безопасно. Мгм. Ну, самое главное в этой, они получаются по консистенции абсолютно разные, поэтому это нам надо будет хорошенько их перемешивать. А, Мгм. Мгм. Деревянной палкой мгм. на чистой поверхности, емкости перемешиваем. Мгм. То, что перемешаем, мы уже зальем большой шприц, тоже опять для удобства, да, и Мгм. будем заливать наши рисунки. Когда образуются пузырьки, Мгм. тут есть уже воздух, да, вот здесь, например, видите, да, вот она без пузырьков, она засохла, Ага. а когда есть пузырьки, она, значит, немножко по соотношению ошиблись. Тут можно сразу капельками проверять, допустим, капнули одну,
один из этих жидкостей, да, и добавили чуть-чуть, и так можете на глаз сами подобрать нужную консистенцию. Ага. И когда капельку спускаете на поверхность, вы уже смотрите, эти пузырьки должны начинать исчезать сами. Сохнет, конечно, минус то, что она сохнет очень долго, не 1-2 дня почти. То есть поэтому, если с детьми сделали, надо терпение, подождать, чтобы она все засохло. Ну, зато потом они получают такую красивую вещь. Думаю, нормально. Так. И набираем уже большой шприц. Поможете, держите. Так, давайте. Наклоняем, Тут можно уже на шприц, наверное, иголку тоже посадить, чтобы прям полностью убрать. Так, набрали. Тоже излишек обязательно салфетки. Сейчас самое интересное, наверное, начнется, да? Тут, как любой врач, да, вот так стоит, и пузырьки все убирает. То же самое. Смотрим и аккуратно, но чтобы все пузырьки вышли. Когда она сохнет, все пузырьки сами исчезнут. То есть как бы не так критично, как бы, да? Да, конечно. Она основа сама она густая, поэтому потом все равно эти жидкости, пузырьки пропадут. Все? Так, ну-ка. Давайте попробуем залить вот этот. Ну, тут самое интересное. Самое интересное. Начинаем с середины, да? Из края. Видите, как она себя ведет? Она как бы растекается. Растекается, Тут смотрим на этот. Не спешим, не надо сразу очень много заливать, потому что она будет уходить уже за края. Тут можно на этом моменте уже остановиться и уже кисточкой. Почему у меня одна кисточка была в краске и в эпоксидке? Потому что я ей выпрямляла все. Так, вот. У нас поверхность всегда такая плоская, да, она будет сама стекаться, и смотрим. Главное, чтобы за края туда не уходил. Ну и кисточки в руки, чтобы остановиться и в момент поймать эту смолу, чтобы она не убежала туда, куда не надо. Ой, детей, да, это учат усидчивости, терпению, да? Аккуратности. Так, вот здесь уже, видите, она не хочет уже бежать, потому что у нас, кисточка, и мы ею аккуратно просто направляем. Мы кору все-таки тоже делаем, да? Или только где вот краска? Где вот только краска. Ну, как бы да. Зафиксировать ее. Ну, эпоксидка, она довольно-таки дорогостоящая, да? В целях экономии. В целях экономии, Кору мы можем оставить на обычный лак, например, да? Или уже заранее как-то ее хорошенько обчистить, обработать. Но желательно, конечно, совсем убирать ее тоже не надо, потому что то, что натуральное, всегда так само по себе текстура этого дерева, она такое красивое, да? Мы не хотим избавляться от нее, мы хотим ее оставить. Если это сувенирное, то обязательно, конечно, лучше лаком. И потом постепенно вы уже можете сами рассчитывать, да, вот сколько я шприцы набрала жидкости, да, и какой вот этот у меня диаметр, да, и расход сами уже посчитаете, и в следующий раз уже будете знать, сколько надо набрать мне этой смолы, чтобы не израсходовать, чтобы она не оставалась и пустую не сохла. Так, тут тоже с любой поверхности обязательно смотрим, где она, эти неровности. Вроде она легла на всю поверхность. Хочу немножко за эту кору тоже подхватить.
Если спилить дерево еще тоньше, то это уже будет как украшение, да, как брошку. Как кулон, как брошка. Как брошку, как кулон можно уже использовать. Делать на них вот эти дырочки, да, ага, и уже как с висюльками, со всеми. Все, теперь самое главное это ждать. Ждем мы 2 дня. Уже все, да? Все, она уже у нас Ой, готовая. какая красота. Угу. Ага. Так. Сегодня мы с вами хотим сделать конечный, полностью создать изделие, поэтому мы дальше будем работать уже с готовым изделием. Я вам подготовила такую заготовку. Так, вот это, да? Чем можно, как можно использовать с этим спилом, да? Вот таким. Ну вот он, как ловец снов, да? Как ловец снов, ага. Самое главное, это когда идет натуральный продукт сам, да? Вот та же веточка, да? Когда она, бы, да, она хороша тем, что ее можно искать самим, ходить с ней, допустим, да, и интересный такой текстурный. Дети любят такое собирать, да, на улице, все палочки. Но и тут единственное хорошо, что у нас есть технологии, мальчики, они вам подрежут, спилят с нужной толщины, нужной длины, и, конечно же, такую деревянную собирать нужно все в натуральных изделиях. Деревянные бусы готовые, да, натуральная кожа, вот этот спилок, да, как называется. Его мы, вот такие веревки мы заранее заготавливаем, режем натуральную кожу, спилок, да, вот обработанная уже. Такие веревочки делаем. И нанизываем на него деревянные бусины. Прямо на него. Смотрите, так, конечно, она никуда не войдет, поэтому мы краешек всегда вот так убираем. И она как тоненькая, но это все-таки кожа, поэтому острый конец, и она спокойно зайдет. То есть никакие иголки, крючки, ничего не надо. Сразу. Так, при работе с деревянными бусами мы всегда смотрим. Если это деревянные бусины, она, конечно же, будет внутри иметь вот такие шершавые. Их, конечно же, обязательно чистим. Это специальный, да, инструмент уже? Нет, это любой. Просто можно зубочисткой, наверное, да? Хоть как бы ну, более-менее плотные. Вот мы его почистили. И сейчас попробуйте нанизывать на эту веревочку. Так, ну да, она так проходит, в принципе. Так, смотрите, любую бусинку, которую мы завязали, да, мы фиксируем. Как мы фиксируем? Мы делаем узелок. Узелок. Так, пусть так будет, да? Да. Или... Чтобы она, вот, допустим, она висит, чтобы ну, она, она, конечно, будет, да, она будет вот постепенно туда падать. Поэтому мы всегда ее фиксируем, мы делаем узелок. Хорошо. Когда из натуральной кожи делается узелок, он сам как бусина, но тоже такой декоративный элемент получается. Действительно. Так, все. Вот так, да? Чуть сильнее потуже делайте, ничего не порвется, это кожа. Вот так. Так, и с той стороны тоже. С другой стороны тоже. Бусины могут быть абсолютно разные. Главное, чтобы вот эта дырочка была более-менее широкая. Тогда вот на такую, казалось бы, мелкую мы можем засунуть нормальной такой плотности веревки. Ой, что-то я немножко... Поодаль, да? Ничего. Да? Она же не будет, как нитка туда вниз падать. Так, вот так можно любую бусинки, любая очередность. Можно большая, маленькая, большая, или наоборот большая, потом большая, и отступить. Ну, тут тоже полностью на вашу фантазию. То есть можно же как бы не после каждой, да, бусинки, а можно там 3 сделать и зафиксировать, да, как бы 3 вместе будет тогда. Так, ну вот тут здесь как раз таки так. То же самое. Тут я вам оставила как раз... Ой, это вот, Держите-ка так. Хорошо. Вот здесь мы завязали, да, вот тоже здесь на дырочке. Вы сделали дырки там да, уже? чтобы она висюлькой была.
При работе с висюльками, да, будто они из ткани, из любого материала, мы всегда стараемся, ну, вот эту симметрию, да, соблюсти. И когда веревку вот два конца одинаково падают, это как будто вот так обрубается. Поэтому мы можем его немножко с одной стороны длиннее, с другой стороны короче. Это тоже очень интересное получается. Так, и здесь узелок самое главное. Наверху делаем узелок. Петельку постараемся большую делать для удобства. И придерживаемся, чтобы здесь ровно прямо от самого основания шло. Ну, тут в висячем положении мне это делать сложно, но тем не менее. Ага, ну получилось. Так, как же мы работаем с кожей? Кожу мы не можем как одежду гладить, да? И если мы ее пришиваем, мы пристукиваем. Если это просто висюльки, мы его оттягиваем. Тогда она уже ляжет, вот, как будто туда уходит, да? А мы его вот будем именно к центру делать. Это кожа, как бы она все-таки послушный материал, да? Все-таки она будет идти именно туда. То есть особенность вот деревянных бусинок, она все равно там внутри есть, да, ведь вот эти? Шершавая, неровная, поэтому всегда ее сначала чистить обязательно. Ну вот, вроде так. И узелочек, да? Тут видели же, да, то, что узелок надо, чтобы она вниз не уходила, прям оттягиваете каждый раз движение в ту сторону. Сейчас попробую. Все? Все, сделали. И как уже, да, становится красиво, когда бусинка появляется. Получается у нас и индивидуальный сам рисунок, тоже интересная вот веточка такая, да? И вот кожа, да, сама по себе она очень интересная. И даже как будто запах идет такой, да? Да. Дерево, кожи. И получается экологичный, такой натуральный продукт. Да. В итоге у нас вышло вот такое красивое панно, да, из подручных средств. Можно сотворить такую красоту. Это может очень хорошо украшать и дом, и помещение, да, и работу. Можно дарить такое как подарок. Да? То есть это будет очень такой эксклюзивный, ручной работы, очень такой экологичный, хороший, запоминающийся подарок на всю жизнь.